Стелла Ди Маре. Я очень ждала встречу с этим отелем, честно скажу, потому что знаю, что он один из самых лучших, но в последние годы у меня просто не получалось попасть сюда. Реально атмосфера и уровень отеля чувствуется просто переступая порог. Совершенно другой аромат, приятный, который вас, я бы сказала, преследует даже по всей территории, начинается с лобби. Мы здесь обедали. Еда отличная. С гостями разговаривали. Понятное дело, за один обед мы не можем ничего полностью, точнее, мы не можем все проверить, но то, что это вкусно, то, что есть минимум 3 вида рыбы, морепродукты, причем и креветки, и кальмары. Есть действительно очень хороший уровень обслуживания, сервис. Детского питания, что важно, отдельно нету. Вообще изначально Стелла Ди Маре строился как only adults, он строился как отель только для взрослых. Поэтому для детей здесь не глобально продуман концепт, но, конечно, после того, когда перешли на семейный отдых, на формат для продажи абсолютно для всех, не только для взрослых, детский клуб построили, он здесь есть. Анимация, кстати, здесь тоже присутствует. Если мы говорим о взрослой анимации, помимо того, что она софт, это анимация больше с уклоном не на развлечение, а на спорт. Здесь девочки очень по многим пилатес, йога, зумба, по многим таким моментам действительно профессионалы. И вот если анимация здесь, то да. Не могу не отметить, я люблю вкусный кофе. Здесь он действительно вкусный, настоящий, крайне мало где можно найти хороший кофе вообще в Египте, даже за дополнительную плату. Также на территории есть 2 или 3, по-моему, бассейна, конечно, подогреваемые в зимний период. Подогрев начинается где-то с ноября, максимальная температура подогрева 28. Сама территория вот очень красивая, и она располагает к отдыху. Мне очень понравилась локация у бассейна, который на 1 этаж, скажем, выше. Я так понимаю, здесь больше семейный, потому что есть детский бассейн. На уровень выше, возможно, больше считается релакс-бассейн. Мне понравилось формат того, что терраса, на которой можно ужинать. В обед, конечно, жарко, на улице практически никто не обедает. А вечером можно ужинать, и через бассейн, вот сцена прямо встроена в бассейне, с красивым видом на бассейн и на сцену, можно смотреть шоу. Я так понимаю, всяческие развлекательные программы здесь, конечно же, есть. Наверное, отдельно еще, конечно же, скажу о море. Несмотря на то, что эта бухта считается на Мабей, здесь нет песчаного входа. Здесь везде кораллы. Есть 2 понтона, 25 и 35 метров. Мега секретная информация, что между ними есть лагуна, где все-таки можно немножко войти по песочку деткам и покупаться, чтобы не сразу глубоко. Но не очень афишируют эту информацию сами сотрудники отеля, так как это зависит от прилива и отлива. И, конечно же, это как в обязательном порядке, что однозначно будет, обещать они боятся и не могут. Мне очень нравится их подход к сервису. Та же история с питанием. Если вдруг вам надо что-то спешл, есть аллергия или какое-то здоровое питание, можно совершенно не стесняясь подойти на ресепшн Guest Relation и попросить вот о такой услуге. Номера очень приятные. Есть много категорий номеров, вот что мне не очень всегда нравится в отелях, но это мне как агенту, потому что когда в гостинице 3-4 категории номеров, ты понимаешь, в чем разница и что, как и куда. Ой, на улице жутко жарко.
По категориям есть номера, которые называются, обязательно уточняйте у менеджеров, либо если вы будете обращаться ко мне, с удовольствием расскажу эту разницу. Есть несколько категорий названий, которые по-разному называются, но по сути одинаковые. Разница лишь в том, локация и вид. Это нужно учитывать, ну и в любом случае здесь безумно красивый вид на море. Мне кажется, на море вообще вид плохим не бывает, но здесь это вот заслуживает отдельного, скажем так, комментария. Действительно очень красиво. Поэтому если у вас есть возможность и позволяет бюджет не просто купить тур в данную гостиницу, а и купить какой-то номер категории получше, однозначно рекомендую покупать с видом на море, потому что безумно красиво. Если подытожить, для кого Стелла Ди Маре? Стелла Ди Маре достаточно спокойный отдых, то есть для людей, которые хотят спокойно отдохнуть, которые любят заниматься спортом. Здесь есть возможность этим заняться, как я уже сказала, анимация ориентирована больше не на развлечения, а на спорт. Больше ориентирована гостиница на взрослых, но опять-таки это не значит, что не стоит ехать сюда с детьми. Кораллы есть, автобус на Мабей ходит 5 раз в день. Если совсем подытожить, мне кажется, данная гостиница вообще для всех, кроме семей, где очень активные дети, которых нужно все время выгуливать, потому что здесь еда превосходная, сервис очень чувствуется, особенно на контрасте других отелей, которые мы посмотрели. Море замечательное, кораллы есть, кофе вкусный есть, поэтому Глыва однозначно рекомендует Стелла Ди Маре, приезжайте, я уверена, вам понравится.